Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марферина Алексеева. Приветствую. Программа «Доступное арендное жилье» в ДФО позволяет востребованным специалистам и льготникам арендовать новые мебелированные квартиры по цене, которая в 2-3 раза ниже рыночной. 2/3 стоимости покрывают федеральные и региональные бюджеты, остальное платит арендатор. В Якутии до конца текущего года в рамках программы планируется ввод в эксплуатацию 850 арендных квартир. Кто может участвовать в программе? Каковы условия аренды жилья? Мы об этом сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Жанна Кыпыгырова, начальник отдела по работе с арендным фондом Центра развития жилищных программ Республики. Жанна Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, вот кто имеет право участвовать в такой прекрасной программе? Ну, во-первых, я хотела поблагодарить, что вы меня пригласили на этот эфир, чтобы я сегодня от имени своей организации могла рассказать и донести до наших уважаемых зрителей нашу хорошую очень программу. Я хотела бы вкратце рассказать о самой программе. Все равно вводно людям нужно рассказать, откуда она появилась, кто за ней стоит и так далее. Значит, программа наша реализовывается по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Значит, состоялся 6-й Восточный экономический форум, на котором было поручено разработать программу «Льготная доступная аренда». Соответственно, Министерство развития Дальнего Востока и Арктики совместно с Единым институтом развития в жилищной сфере Дом РФ разработали целый механизм, как реализовывается вот эта наша программа «Доступное арендное жилье». В феврале 2024 года по поручению нашего главы Айсена Сергеевича Николаева создан наш центр, автономная некоммерческая организация «Центр развития жилищных программ», который, значит, был создан для того, чтобы содействовать развитию этих жилищных программ и осуществлять, значит, полномочия регионального оператора. То есть наш центр является региональным оператором арендного жилищного фонда. И, соответственно, для того, чтобы программа работала, разработан у нас порядок 65 28 февраля 2024 года. Кому интересно, можете ознакомиться. Порядок называется «Порядок реализации мероприятий «Доступная аренда жилья» в Дальневосточном федеральном округе на территории Республики Саха-Якутия». Также вы можете обратиться в наш непосредственно центр, который размещается по адресу Орджоникидзе 38, кабинет 203. Также информация у нас размещается на сайте Министерства строительства Республики Саха-Якутия и на нашем личном сайте нашего центра. Вообще цель этой программы, это реализация мероприятий, направленных на развитие рынка арендного жилья. В том числе строительство вообще по Дальнему Востоку не менее 10 тысяч арендных квартир. Для чего вообще эта программа? Для каких категорий граждан, я вам расскажу. И, значит, конечно, эта программа нацелена для тех людей, которые не могут приобрести это жилье, потому что с учетом сложившейся нашей экономической ситуации в стране, это дорогостоящая ипотека, это не секрет. Также нецелесообразность бывает покупки, что все люди, кто-то приезжает в регион наш, проживает 5 лет, 6 лет, кто-то остается навсегда. Для этих людей эта льготная аренда, она и работает, потому что максимальный срок этой льготной аренды 5 лет. А также эта программа работает для того, чтобы, наш край суровый, он не теплый, сюда приехать-то, конечно, люди, конечно, тут живут, стремятся, лучшие люди здесь живут, но тем не менее, чтобы востребованные специалисты сюда приезжали, эта программа работает. Так, по 7 мая 2026 года, значит, состоялось заседание президиума под руководством заместителя председателя правительства Трутнева Юрия Петровича. И, значит, лимит, он все эти годы, он у нас, хорошо, что он у нас увеличивается. Был 823, 1003, и на сегодняшний день у нас 1023 квартиры должны быть сданы в Якутии в аренду. Значит, 5 городов участвуют в этой программе. Город Якутск — 448 квартир. В Алдане — 145 квартир. Нерингре у нас 252 единицы, в Мирном — 158 единиц, и Томмот добавился у нас 20 квартир. Кто же у нас имеет право участвовать в этой программе? Конечно, первоочередно по приоритетности это участники специальной военной операции и члены их семей. Также, чтобы было единое применение этой нормы, разрозненного толкования, вышел указ президента России 15 мая 2026 года за номером
327, который установил единые базовые нормы. То есть теперь уже четко определено, кто такие участники специальной военной операции и кто члены семьи, которые претендуют участвовать в этой программе. Вот. И, значит, этот указ также вводит единые базовые меры поддержки для участников. Также членами семьи отнесены супруги, дети до 18 лет, дети-инвалиды, дети-студенты очной формы до 23 лет и совместно проживающие родители иждивенцы. Кроме того, вот, уточнение этого списка, также этот указ предоставляет субсидию на газификацию, содействие получению бесплатной психологической помощи, трудоустройство, обучение, санаторно-курортное лечение. Вот, ну, то есть первоочередно это участники СВО. Далее у нас идут граждане, которые прибыли в Республику Саха-Якутия для работы на предприятиях оборонно-промышленного потенциала. Далее идут специалисты, граждане Российской Федерации, прибывшие в Республику Саха-Якутия из других регионов Российской Федерации, которые не входят в Дальневосточный федеральный округ, в том числе в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Дальше идут специалисты, граждане в возрасте до 35 лет, которые постоянно проживают в Республике Саха-Якутия, или прибывшие из других регионов, у которых тоже нет собственности жилья. Также граждане, которые участвуют в специальной государственной программе по добровольному переселению из-за рубежа. И для этого они должны предоставить специальное свидетельство, документ об этом выдается. И наша последняя категория, но все-таки немаловажная категория, это наши студенты, которые обучаются по очной форме в высших или средних специальных учебных заведениях. То есть все-таки не только с регионов из-за рубежа, а еще и наших поддержек. Да, наши тоже студенты могут с одного района в другой, допустим. Да, если, приехать, и вот эти студенты. И вот интересно, какие специальности будут иметь особый приоритет, вот тоже очень важно. Ну, особый приоритет — это, конечно, участники специальной военной операции. Они у нас в приоритете, потому что государство, конечно, сегодня очень выделяет как бы эту категорию, которые непосредственно стоят на рубежах и защищают нашу Родину. То есть им не обязательно даже вот какую-то специальность иметь, то есть они могут быть и... Да, участники специальной, да, участники предоставить документ и как бы... какие-то специальности же, наверное, есть, там, если, допустим, участник СВО, но он педагог, например. Ну, тогда тут по категориям, но тут надо смотреть, потому что как он пройдет по этой программе, потому что она же по приоритетности идет. Вот на сегодняшний день участники СВО, это 20% в жилом доме могут заселиться участники СВО. А после них? А после них уже вот дальше идут специалисты, которые вот в муниципальных образованиях есть... Закрывают недостаток. Да, муниципалитеты сами знают, какие специалисты им нужны. Соответственно, они определяют список, и Министерство строительства этот список утверждают. А на сегодняшний день, да, на текущую дату я хотела бы рассказать, кто вошли вот в этой программе, ну, чтобы понятнее было. Да, это у нас педагоги, воспитатели, повара, водители школьных автобусов, водители скорой помощи, то есть преподаватели, специалисты, вот, учителя физкультуры, то есть врачи, это и младший персонал, и государственные служащие, и работники ЖКХ, электромонтеры, газосварщики, сантехники, следователи, слесари, а также сотрудники правоохранительных органов и надзора. То есть это те специалисты, которые прямо вот Якутия в них нуждается. Ну, также это геологи могут быть, маркшейдеры, то есть узкая квалификация, которая нашей республике, для нашей республики, они нам нужны. Да, но я думаю, стоит тоже отметить основные требования и условия. Ну, основные требования, условия — это, конечно, прожиточный минимум. То есть, получается, они должны соответствовать критериям. Их непрожиточный минимум на гражданина не должен быть ниже минимального размера оплаты труда. На сегодняшний день для трудоспособного населения, это, допустим, один гражданин должен получать не менее 31 тысячи рублей. А также эти граждане и члены семьи в течение 3 лет предшествующих не должны иметь собственности жилья. То есть как бы смысл программы в том, что у людей нет собственности, и вот государство им помогает, и таким образом люди могут по льготной аренде проживать в наших квартирах. Ну и когда можно будет участвовать в этой программе, и также какие документы необходимы? Ну, вообще в эту программу вошли 8 проектов. Это 5 городов. Ну, я их перечисляла. Якутск, Нерюнгри, Алдан, Мирный, Томмот. Всего с 2024 года у нас проживают 193 гражданина. Значит, в городе Якутске это микрорайон Мархама, Аганский тракт, дом 3/2, это 24 жильца там проживают, специалисты, в том числе участники СВО 5 человек.
По улице Билибина, дом 17, 141 гражданин у нас проживает, 28 участников СВО. В городе Алдан, дивизиона 36, 26 людей проживают, 28, извиняюсь, и в том числе участники СВО, 3 участника СВО. Также в текущем году у нас запланировано ввод в эксплуатацию, передачу на условиях аренды, значит, 5 проектов. Это Сосновый Бор, улица 3 Сосны. Там 283 квартиры, срок передачи объекта 4-й квартал. Но в основном все объекты идут у нас на конец года. Но вот Покровские ворота, вот Нейрингри, улица Кравченко, в районе дома 17/1, 192 квартиры, вот срок передачи, ну, мы ожидаем и надеемся, это 2-й квартал. Ага. Значит, сбор заявок по Нейрингри у нас открыт в очном формате на сегодня. Это вы можете обратиться в администрацию Нейрингринского района, а также через портал государственных услуг Республики Саха-Якутия. Но в будущем, конечно, мы с МФЦ тоже плотно отрабатываем, что эта мера будет уже мера как поддержки, то есть люди могут уже обращаться в МФЦ, они будут консультировать, первоочередно, конечно, СВО участники, да, очень много выделяется, можете туда подойти, они вас проконсультируют алгоритмы и помогут вам подать заявление. Так, потом, значит, у нас Солнечный Алдан, это улица Молодежная, 11, 117 квартир, срок передачи тоже 4-й квартал. Проезд строителей, жилищный комплекс, это город Мирный, значит, 158 квартир, срок передачи тоже 4-й квартал. И ЖК «Квартал Р», город Нейрингри, на проспекте Мира, 60 квартир, тоже срок передачи, ну, 4-й квартал. То есть конец года у нас будет очень насыщенный. После того, как объект вводит в эксплуатацию, передается, значит, с нами собственник Дом РФ, значит, заключается договор аренды, и, соответственно, мы заключаем договора субаренды на условиях льготной аренды. И люди у нас проживают. Люди на сегодняшний день, ну, вообще молодцы. Такие активные ребята, проводят субботники, прям очень любят свое жилье, ну, очень трепетно относятся к этой программе. Так, потом, значит... Ну, и вот хотелось бы все-таки, у нас осталось буквально меньше минуты. Сколько будет стоить аренда квартиры? Мне кажется, это очень важно. Так, аренда, ну, однокомнатная квартира у нас варьируется. 1/3 получается из федерального бюджета, 1/3 из субъекта, то есть Республика Саха-Якутия, и 1/3 оплачивает гражданин. Однокомнатная, да, от 10 до 14 тысяч рублей, двухкомнатная от 18-19 тысяч, трехкомнатная от 19 до 20 тысяч рублей. Но там есть условие, что гражданин должен оплатить у нас депозит. Депозит вносится, депозит и залог жилья. И, пожалуйста, живите. Квартиры полностью мебелированы, оборудованы в очень прекрасном состоянии. Жанна Алексеевна, спасибо, что вы уделили время, ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.